Во времена пророка, саллиллаху алейхи вассалям, был один его сподвижник. Этот сподвижник пришел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Его звали Саад аль-Асвад. Так вот, Саад аль-Асвад аль-Сулюми был сподвижником, не имевшим ничего. У него не было ни денег, ни богатства. И он сказал: «О посланник Аллаха, попаду ли я тоже в рай?» Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Да». Саад спросил: «А какое будет мое положение в раю?» И пророк, алейхиссаляту вассалям, ответил: «Ты получишь то же, что и Абу Бакр, Умар и Усман и остальные сподвижники». Саад снова вопросил: «Ну почему же тогда никто не хочет выдавать за меня свою дочь?» Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спросил: «Здесь ли Амр ибн Вахаб?» А Амр ибн Вахаб являлся одним из лидеров Медины. Пророку, саллиллаху алейхи вассалям, сказали, что Амра здесь нет. Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «О Саад, иди в дом Амра и скажи ему, что я отправил тебя к нему попросить руки его дочери для женитьбы». Саад очень обрадовался этому, так как Амр был одним из лидеров Медины, а его дочь была известна своей красотой. В общем, Саад постучал в дверь, и Амр открыл дверь. Саад сказал ему: «О Амр, посланник Аллаха отправил меня к тебе с тем, чтобы попросить руки твоей дочери для женитьбы». Амр посмотрел на него и сказал: «Ты? На моей дочери? Разве ты не знаешь, что я Амр, один из лидеров Медины, а моя дочь известна своей красотой? Иди своей дорогой». А дочь Амра слушала все это. И она сказала: «О, отец, подожди, подожди! Это же просьба посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Где мы окажемся, если ты отвергнешь просьбу посланника Аллаха?» И она обратилась к Сааду: «О, Саад, возвращайся к посланнику Аллаха и скажи ему, что я готова выйти за тебя замуж». Затем заключили брак за 400 дирхемов, и Саад сказал: «О, посланник Аллаха, 400 дирхемов! Я даже не видел в глаза 400 дирхемов!» Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Иди к Али, Усману и Абдуррахману ибн Ауфу и попроси у каждого из них дать тебе по 200 дирхемов». Он отправился к ним, и каждый из них дал ему по 200 дирхемов. А прежде чем пойти к своей жене, Саад подумал направиться на рынок, чтобы купить какие-нибудь подарки своей прекрасной жене. Когда же он пришел на рынок и уже было собирался купить подарки, внезапно воззвали. Это был призыв на джихад. И как упоминается в предании, что Саад стоял там, взглянул на небо и сказал: «О Создатель небес и земли, я куплю то, что вызовет твое довольство». И он купил меч и коня. Затем он направился на поле битвы, при этом прикрывая свое лицо, потому что он знал, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал бы ему: «Ты только что женился, возвращайся к своей жене». А сподвижники начали обсуждать между собой: «Кто этот мужчина?» Они видели его прикрывающим лицо. Тогда Али сказал: «Он пришел воевать, оставьте его». Далее в предании упоминается, что Саад оказался в гуще битвы. Его конь опрокинулся, и он упал с него. Когда он упал с коня, он встал и начал вот так вот поднимать свои рукава. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, увидел его темную кожу и сказал: «О, Саад, это ты?» И Саад сказал: «Да будут мои родители выкупом за тебя, о посланник Аллаха, это Саад». Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «О, Саад, нет для тебя другого места, кроме рая». Саад очень обрадовался и снова ворвался в поле битвы. А спустя немного времени было слышно: «Убили Саада! Убили Саада!» И как передается, пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, побежал в поле битвы. Он побежал в поле битвы. Он взял Саада, поставил его голову на себя, и слезы пророка, саллиллаху алейхи вассалям, стекали по его щекам на лицо Саада. Спустя время пророк, алейхиссаляту вассалям, начал улыбаться. Потом он обернулся. А сподвижники, стоявшие рядом, начали спрашивать его: «О, посланник Аллаха, мы видим сегодня то, что ты никогда прежде не делал. Ты плакал, ты улыбался, затем обернулся». Затем пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Я плакал из-за ухода своего любимого сподвижника, а когда я увидел его степень перед Аллахом, я начал улыбаться, потому что он достиг хауза». Сподвижники вопросили: «А что такое хауз, о посланник Аллаха?» «Это вода из водоема, который дарован мне, где вода слаще меда и белее молока, и кто бы не испил из него, то никогда больше не испытает жажду». Затем они спросили: «А почему ты обернулся, о посланник Аллаха?» Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Затем я увидел его жен в раю, бегущих к нему, и они бежали к нему с таким рвением, что открылись их голени, и поэтому я отвернулся». Затем пророк, саллиллаху алейхи вассалям, повернулся к своим сподвижникам, а они сказали: «Это его меч, а это его конь». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Отнесите их к его жене и скажите ей, это то, что он оставил после себя. И сообщите ей, что Аллах даровал ему жен в раю, которые прекрасны даже, чем она сама». Это человек, который пару часов назад ничего не знал.
потому что пребывал в состоянии, попадет ли он вообще в рай или нет. Но такова была его степень перед Аллахом. Да сделает нас Аллах тяжелыми на его весах. Да сохранит Аллах наше единство в этой жизни. И да объединит нас Аллах в Джаннатуль Фирдаус. Аминь. Уважаемые братья и сестры, подписывайтесь на наши интернет-ресурсы.